Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. С вами Мария Кардашевская в программе News on Air. И сегодня в выпуске вы, как всегда, узнаете о самых интересных событиях нашей республики и не только. Оставайтесь с нами. Первым делом хочу поздравить учителей с их профессиональным праздником. И начиная выпуск, конечно же, с мероприятий, посвященных этой благородной профессии. В Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов народному учителю Советского Союза Михаилу Алексееву. В мероприятии приняли участие члены правительства, делегаты съезда, ветераны профессии, молодые учителя и их ученики. Михаил Андреевич был не просто учителем, но еще и основал первую в Якутии школу с углубленным изучением основ физики и математики. Был инициатором и вдохновителем физико-математического движения в республике, реформатором, инноватором профильного обучения 1960-х годов. Учитель, пожалуй, одна из таких профессий, которые можно действительно назвать призванием. Об одном из таких учителей, о педагоге по призванию, расскажет Надежда Саханская. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начнем урок-мастерскую в нашей литературной гостиной. И, значит, мы сегодня все мастера. Однако, разумеется, главным мастером остается педагог, который выбрал свою профессию по зову сердца. Татьяна Сергеева – учитель русского языка и литературы в столичной школе номер 1. Свой путь в педагогике она продолжает уже на протяжении 30 лет и выбрала профессию учителя еще в юности. Я благодарю судьбу, что я встретила на своем жизненном пути очень хорошего человека, моего учителя. Это Боярова Мария Поликарповна, которая предопределила мою учительскую судьбу. Это был человек, на которого хотелось быть похожим. Это учитель русского языка и литературы. Еще можно сказать, у нас семья, почти это учительская династия педагогическая. Мама – учитель якутского языка Мария Васильевна, и сестра – это учитель французского языка. Педагогическая кредо Татьяны Сергеевой – найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме того, Татьяна Власьевна – автор и инициатор инновационной системы обучения арт-педагогика, которая основана на искусстве, психологии и педагогике. Каждый ребенок талантлив, только нужно найти какие-то струнки, чтобы ребенок жил в ладу с самим собой, понимал других и успешно социализировался. И действительно, это не просто слова. Огромный вклад в развитие детей замечают и родители, которые уже не первый год учатся чему-то новому вместе со своим учителем. Я считаю, что нам очень повезло. Татьяна Власьевна взяла классное руководство нашим классом в 5 классе, сейчас наши дети учатся уже в 10 классе. Она покорила нас еще при первой встрече в 5 классе, когда она сказала, что не бывает неталантливых детей. Каждый ребенок талантлив по-своему. И свою миссию, свое руководство классом, она, во главе угла всегда оставила то, что нужно каждому ребенку подобрать ключик. Индивидуальный подход и чуткость, пожалуй, это именно те качества, присущие учителю, который посвятил всю свою жизнь детям. Впрочем, это отмечают и сами ученики. Татьяна Власьевна очень великий человек, можно так сказать. Я ее очень уважаю. Почему? Потому что она очень огромный труд сделала для нашего класса, для школы также. Но вообще, можно даже сказать, она мне помогла даже в жизни очень сильно поменяться также, стать человеком. Татьяна Власьевна очень хороший учитель. У нее есть большой опыт, это сразу видно. Она легко общается со всеми нами, мы с ней дружим даже. И ее уроки всегда проходят очень весело. Мы очень любим Татьяну Власьевну. Конечно, учитель – это один из главных образцов, на который ориентируется ребенок в период взросления. И такой пример педагога, как Татьяна Сергеева, даст многое нынешним школьникам. Встречай, учи и снова расставайся. Это слова для тех, кто, разумеется, уходит со школьного двора. Ну а учителя, которые остаются на своем рабочем месте, по-прежнему продолжают великое дело и получают высшую награду благодарности от учеников и родителей, для которых так много было сделано. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск.
Хочу показать вам видео из архива. Все о том же, об учителе. Судя по изображению, видео снято в начале 90-х. Учитель ведет урок. Дети серьезные и собранные, внимательно слушают своего наставника. Калькуляторов еще нет, пользуются специальными деревянными счетами. Это нехитрое устройство позволяло производить любые арифметические расчеты. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. В Якутии повысилась деторождаемость. За 9 месяцев объявленного годом матери в республике родилось более 8,5 тысяч детей. Среди них 4415 мальчиков и 4136 девочек. Чаще всего мальчиков называют именами Лев, Марк, Максим, Дмитрий, Александр, Тимофей и Илья. Ну а среди девочек лидируют имена София, Виктория, Ева, Милана, Алиса, Диана и Мия. Не только домашние животные нуждаются в защите, но и дикие, обитающие в лесу. 4 октября – Всемирный день защиты животных. Хочу показать вам фотографии тех, кто посвятил свою жизнь этому благородному делу. В День защиты животных инспекторы дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии провели эко-уроки в школах в Хангаласском, Верхоянском, Среднеколымском и Нюрбинском районах. А в Среднеколымске сотрудники инспекции Госэконадзора спасли птицу, которую обнаружили на территории метеостанции. Сотрудники Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики тоже поделились фотографиями сотрудников с братьями нашими меньшими. Ну а телеграм-канал «Заповедная Якутия» представил почетного работника дирекции Мирнинского района, старшего госинспектора Владислава Александрова. По признанию самого Владислава Парфеньевича, он живет во благо сохранения живой природы. Еще одна знаменательная дата отмечается сегодня – 111 лет со дня открытия одного из самых старинных каменных зданий в Якутске – здания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Об истории этого здания смотрите в сюжете. Строительство одного из первых крупных архитектурных сооружений в Якутске началось в 1909 году. Проектировал здание известный инженер-архитектор Клементий Лишевич, который жил и работал в Якутске с 1907 по 1913 годы. Примечательно, что объект строился на частные пожертвования и средства состоятельных людей-меценатов. Известно, что сам губернатор Иван Крафт, инициировавший стройку, внес 1500 рублей. Необходимые средства удалось собрать за рекордные 3 года. Сумма накопилась до 70 тысяч рублей. Это огромные деньги в начале 20 века. И вот строительство длилось 3 года. В течение этих 3 лет пожертвования шли. Первоначальных средств не хватало. Вот жертвовали. И вот в 1911 году было торжественное открытие вот этого здания. Немногие знают, что здание Национальной библиотеки изначально задумывалось не только для размещения здесь публичной библиотеки. 5 октября 1911 года, когда открывали здание, в нем помимо библиотеки был и областной музей. Экспонировались предметы быта, минералы, чучела животных, обитающих в Якутии. Сохранились фотографии, очень интересные экспозиции в этом здании. И на 2-м этаже публичная библиотека. Тут же еще в этом здании находились квартиры сотрудников музея и библиотеки. Музей существовал до революции, то есть где-то в 1919-20 году музей из этого здания попросили. Ну, по причине того, что это здание в центре города, в таком центральном месте, одно из немногих каменных зданий, достаточно просторные, опять же, по тем временам помещения, и в этих помещениях очень часто происходили различные революционные заседания. Еще одним малоизвестным фактом можно отнести то, что здание имеет отношение не только к истории библиотеки, музея, но и к истории кинематографа в Якутии. Именно здесь, в 10-х годах 20 века, проходили первые кинопоказы в Якутске. В советское время сильно обветшавшее здание долгое время находилось в аварийном состоянии и было отреставрировано с учетом современных требований к книгохранению. В 2001 году началась реставрация данного здания, потому что оно уже было в аварийном состоянии. Реставрацию проводил реставратор Рудольф Шельц. Во время реставрации полностью поменяли фундамент, оконные
проемы были изменены, внутреннее убранство сохранено. В 1992 году указом президента республики здание Национальной библиотеки отнесено к особо ценным объектам национального культурного достояния. Историческое здание не только уникальный архитектурный памятник, но и центр коллаборации науки и искусства. Здесь проходят презентации книг, музыкальные вечера, научные семинары. А в самой библиотеке хранятся лучшие произведения малочисленных народов Севера, русского, якутского и зарубежного документального наследия. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Якутск. Якутский фильм попал в национальный конкурс фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. В число 15 документальных работ национального конкурса вошел фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход». Конкурсанты были отобраны из почти 500 заявок. Фильм «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакелева, который проводит месяцы в полуразрушенной хижине где-то у холодного Чукотского моря. Он прогуливается по берегу, сканируя горизонт в ожидании природного катаклизма, масштаб которого сложно представить тем, кто никогда не бывал в Арктике. И напоследок хочу поделиться видео от панды Саха с очередным шедевральным рецептом приготовления национального блюда. Сегодня в меню уха из щуки. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. До новых встреч!